В Сыктывкаре прошла очередная конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Среди делегатов было несколько сосногорцев. На конференции подвели итоги прошедшего праймерис, а также определились со стратегическими задачами на будущее. Первым в работе конференции выступил глава Коми Вячеслав Гайзер и начал с приятной миссии. День проведения конференции совпал с 40-летним юбилеем главного единоросса региона Игоря Леонова. От губернатора он получил знак за заслуги перед Республикой Коми. В своем выступлении Вячеслав Гайзер подчеркнул, что «Единая Россия» – это та партия, которая приносит конкретные результаты, причем не на словах, а на деле. Глава подробно остановился на итогах прошедшей недавно в Череповце межрегиональной конференции, которая была посвящена стратегии развития северо-западных регионов России. По его словам, представленные в Череповце единороссами Коми региональные инвестпроекты, среди которых Белкамур, Финно-Угорский этнокультурный парк, развитие телемедицины и другие, станут приоритетными проектами развития нашего региона. Повышение конкурентоспособности Коми, а в конечном итоге и уровня жизни людей – одна из первоочередных и важнейших задач «Единой России». Не обошли стороной и темы предстоящих выборов в Госдуму. Напомню, они состоятся 4 декабря. По словам Гайзера, победа «Единой России» категорически важна. Только безусловная победа даст нам возможность получить дополнительную поддержку на федеральном уровне и реализовать многие важные и экономические и социальные инициативы. А главное – сохранить стабильность республики, повысить уровень жизни ее жителей и конкурентоспособность нашего региона. Обращаясь к участникам форума, главный единорос Коми Игорь Леонов акцентировал внимание на создание Общероссийского народного фронта. В ходе процедуры предварительного народного голосования появилось много новых лиц, профессиональных людей с интересными идеями. Их приход во власть даст дополнительный стимул для повышения ее эффективности, поможет решить десятилетиями не решавшиеся проблемы. По мнению Леонова, Госдума станет по-настоящему народной, но для этого придется попотеть. Единороссы взяли на себя большую ответственность перед избирателями. Им оказан высокий кредит доверия, который необходимо оправдывать постоянно. В связи с проведением предвыборной кампании в Госдуму и работы по сбору предложений в народный бюджет и народную программу, Игорь Леонов призвал партийцев регулярно встречаться с гражданами, а также трудовыми коллективами и общественными организациями Коми. Заместитель секретаря Политсовета Александр Макаренко подвел предварительные итоги сбора предложений в народную программу. Им занимались сами депутаты-единороссы, мобильные группы молодогвардейцев и доверенные лица. В Коми в народную программу было собрано свыше 4000 предложений. Большая часть из них станет основой народного бюджета республики. Еще одна составляющая будет программой действий муниципальной власти. 101 предложение также касалось вопросов федерального уровня. Прошли различные мероприятия и заседания тематических дискуссионных площадок, посвященных различным отраслям социально-экономической жизни республики – спорта, здравоохранения, культуры, образования. Самое главное, что там участвовали все общественные организации, все слои нашего общества. Это и научная интеллигенция, это и деятели культуры, соответственно, это и учителя, и работники здравоохранения, социальщики. Поэтому в этой программе было учтено по максимуму предложения именно то, что было от общественных организаций, от населения, от избирателей, соответственно. Макаренко сообщил, уже в этом году будет выделено более 100 миллионов на изготовление проектно-сметной документации, а по ряду объектов и начало строительно-монтажных работ детских садов, в том числе и в Ухте. Планируется также начать капитальный ремонт Дома культуры «Горизонт» в Сосногорске. Выделение дополнительных 500 миллионов рублей на строительство новых школ, детских садов, спортивных комплексов – это первый реальный итог обсуждения на дискуссионных площадках Общероссийского народного фронта, итог совместной плодотворной работы депутатского корпуса и исполнительной власти региона. Сбор предложений в народную программу продолжается.